Вообще, ну, первый мой опыт, наверное, инвестирования, он начался как раз до пандемии. Это было в январе 2020 года. И, ну, вообще суть была в том, что я очень сильно сам интересовался финансовыми рынками, в том числе, вот, получается, фондовым рынком. И вот я уже, когда первый раз сам, как сказать, полностью соприкасался с этой деятельностью, ну, я понял, что там, наверное, не все так просто, особенно после того, как я уже пережил кризис пандемии, когда финансовые рынки практически полностью обрушились, там падение там было по индексам 20-30%, да, за короткое время. Я понял, что этот рынок, он интересен как получается, риском потерь, так и риском заработать, потому что после как раз таки падения в пандемию, после того, как ФРС запустил печатный станок, до нуля опустил там процентные ставки в экономике США, да, все акции росли, росло практически все, этот рост продолжался почти полгода, так скажем. И такие рынки, они показывают как раз таки, такие фазы рынка показывают, что можно заработать на самом деле, но можно и потерять. Но при этом все это происходит в валюте. То есть в этом плане мне показалось, что вот такая часть инвестирования может показаться интересной. Конечно, не для всех, при этом нужно очень много разбираться, потому что то есть ты просто идешь в магазин, например, да, выбираешь там, не знаю, кучу продуктов. Это то же самое, но ты выбираешь кучу компаний. Но при этом этот выбор кучи компаний, он не должен основываться на том, что ты подумал там 5 минут, да, и тебе захотелось, тебе нравится эта компания. Но, как правило, такой опыт показывает, что такие люди долго не находятся на рынке, их быстро выбивают, поскольку эти люди в конечном итоге там могут не совладать с рисками, да, которыми они берут на себя, и, соответственно, потерять свои деньги. Вот. Затем, по мере вот того, что я инвестировал, я изучал параллельно, поскольку понимал, что нужно формировать какой-то портфель. То есть, если вначале я торговал почти каждый день, я мог внутри дня там 10-15 операций проводить, то теперь со временем, как уже более зрелого, так скажем, индивидуального инвестора, ко мне пришло понимание, что нужно, наверное, формировать какой-то портфель, более, так скажем, долгосрочный, который, конечно, во-первых, экономит нервы, во-вторых, я уже не переживаю, что нужно каждый день покупать, продавать, поскольку я знаю, что я делаю ставку на эти бумаги на более долгий срок. Вот. И, соответственно, с этой точки зрения, сейчас, вот как индивидуальный инвестор, я, наверное, уже больше стал, хотя я считаю себя достаточно молодым, да, но я себя считаю более уже зрелым инвестором, поскольку вот эти, так скажем, нервные качели, когда ты сидишь вечером, открываешь там, живешь с открытия там фондового рынка там, до его закрытия, это, наверное, уже более такой рисковый подход, и он, наверное, не всем подходит. Ну, тут, в принципе, ничего секретного, и это был ETF на S&P 500, SPY называется. Он там, получается, в номинале идет где-то сейчас сколько стоит там S&P 500, там, если 4000, там, сейчас он 400. То есть ETF, он полностью копирует, повторяет движение, но он в номинале стоит меньше и позволяет, то есть, розничным инвесторам покупать такие бумаги. Вот. И, ну, как бы здесь был выбор очевиден, потому что, как правило, ETF, то есть, если это ETF широкого рынка, то он позволяет диверсифицировать сразу свой портфель, то есть ты не покупаешь конкретно эту компанию, да, из S&P 500, а покупаешь все 500, это средневзвешенные, то есть взвешено по капитализации. Соответственно, это позволяет тебе не брать на себя много рисков, но при этом не отставать от тренда, который еще происходит на рынке. Да, само собой, вот, кстати говоря, о целях, да, очень важно, поскольку оно будет определять твой стиль инвестирования. Потому что если, к примеру, вот тебе нужны деньги сейчас, через месяц, через полгода, понятно, что твою инвестицию сложно назвать долгосрочной. То есть долгосрочная инвестиция называется, когда ты, к примеру, откладываешь на какую-то цель в будущем, там, не знаю, на пенсию, там, на образование детей, там, я не знаю, вот в таком случае ты уже отчетливо понимаешь, что ты будешь инвестировать в долгую, не будешь трогать эти деньги, там получимые там дивиденды или, не знаю, прочие вещи будут реинвестироваться. Вот. Это такое, в таком случае ты понимаешь четко, что у тебя это будет долгосрочное инвестирование.
Но когда ты понимаешь, что тебе через год условно нужно съездить в отпуск, и тебе нужны будут деньги, то ты, конечно, можешь позволить себе инвестировать более рискованно, поскольку в горизонте 1 года тебе нужно как бы там максимально больше заработать. Вот. В этом плане твой аппетит к риску может немного вырасти. Вот. И с этой точки зрения определение цели, для чего ты это делаешь, когда ты будешь использовать эти деньги, наверное, будет давать тебе больше понимания, как тебе инвестировать. Потому что, к примеру, если реально тебе через месяц нужны деньги, наверное, смысла идти на инвестирование нету. Тебе проще будет поддержать его в валюте или в депозите, там, нацвалюте, да, и как бы сильно не заморачиваться. А вот если речь идет там про несколько лет или там десятилетия, то понятное дело, что есть смысл, поскольку ты будешь инвестировать в валюте, компанию, которая зарабатывает в валюте, которая работает, там, не знаю, в хорошей юрисдикции, при хороших законах, при справедливых судах. В этом плане у тебя будет понимание, как это делать, почему ты это делаешь. Вы с какой целью? Ну я, к примеру, у меня в этом году родилась там дочь, и я на ее будущее решил, когда она вырастет, там свой нацфонд детям сделать, поскольку когда ей исполнится 18, я отдам ей этот портфель, то есть все заработанное за все это время она сможет уже сама пользоваться. Ну, в целом, да, но, конечно, есть очень много нюансов, потому что для человека, который инвестировал очень много на западных рынках, особенно это Нью-Йоркская фондовая биржа, там NASDAQ, да, лично у меня отношение все равно в какой-то мере, наверное, есть скептицизм, поскольку казахстанские компании, хотя там, если речь идет о нацкомпаниях, там, конечно, рисков меньше, чем в частных компаниях Казахстана, да, где рисков все еще больше. Там понятно, что к страновому риску, да, любому, там, неважно, это Казахстан, там, Индия, там, Китай, да, всегда прибавляются и внутренние риски, то есть это риски, там, риски в валюте, поскольку зарабатываются доходы этих компаний по большей части, так скажем, не всех, но формируются в нацвалюте. Так скажем, нужно понимать при покупке любой компании, неважно, это будет Америка или там, Казахстан, что нужно осознавать, какие риски есть у этой компании. А почему эти риски нужно осознавать, это как раз таки в возможных будущих там, колебаниях курса, да, акций, поскольку любые реализация любых этих риск-факторов, она как раз таки ведет к либо падению стоимости компании, либо еще к каким-то прочим негативным последствиям. Вот. А в целом к казахстанским компаниям, конечно, я отношусь позитивно, особенно что это касается казахстанских компаний, национальных особенно компаний, которые там имеют стабильный заработок, а есть еще компании, которые зарабатывают в валюте, да, и при этом у них расходы в тенге. Да, есть, конечно, и элемент монополистов. Ну, монополистов я не сильно жалую, поскольку у монополистов всегда есть риски, что государство придет и скажет им, что им нужно перестать им быть. И когда это будет происходить, то, конечно, пострадают в том числе и акционеры. Ну, у меня в первую очередь это АИ, направление АИ. Есть ETF, которые отслеживают компании, которые наиболее там перспективные, да, с искусственным интеллектом. Понятно, там NASDAQ, S&P 500, то есть отслеживать, поскольку я считаю, что все равно индексы дают какую-то, так скажем, диверсификацию и защиту от более высокой волатильности. Также считаю, что Индия интересно будет. Вот, есть целые ETF на Индию. Также есть ETF на блокчейн. Я думаю, что это очень перспективная вещь там, в ближайшие 10-15 лет. Это, конечно, не сама криптовалюта, но, кстати говоря, о криптовалюте я тоже немножко закупился криптовалютой, потому что я считаю, что в ближайшее время, наверное, криптоиндустрию вообще ждут большие перемены. Как вы знаете, недавно уже объявляли о том, что возможно примут ETF на криптовалюту, который там сейчас подготовили на Западе многие инвестдома. Вот если это произойдет, то exposure, вообще в целом приход капитала на криптоиндустрию, она может вырасти кратно. И как бы это скажется, понятно, положительно на самих криптовалютах. Что еще интересного? Ну, конечно, есть еще интересное, это особенно что касается развития новых возобновляемых источников энергии. И особенно интересно, наверное, сейчас смотреть, что будет происходить с электрокарами, индустрией вообще электрокаров. Вообще нужно понимать, что вообще в долгосрочной перспективе понятно, что
возобновляемые источники энергии, они в любом случае займут какое-то место. Потому что мы как бы понятно, что вот эти невозобновляемые, та же нефть, там, да, уголь, это все ведет к изменению климата. И когда технологии станут возобновляемых источников энергии настолько дешевыми, доступными, что можно будет их внедрять повсеместно, то я думаю, будет глобальное изменение, shift парадигмы, уход от невозобновляемых источников энергии. И в таком моменте эти компании, которые сейчас занимаются этими разработками, у которых будут тогда наиболее сильные позиции на рынке, смогут выстрелить, так скажем, как-то так. Вот поэтому нужно обращать внимание на эти все вещи. Почему я сказал Индия, кстати, потому что, вы знаете, сейчас у Китая наблюдаются проблемы с экономикой, также есть политические проблемы, поскольку давление на частные компании, на частный капитал в стране очень сильно возрос, и есть проблема с сектором недвижимости, что вынудило многие транснациональные корпорации переводить свои производства, переносить в Индию. Более того, вы знаете, что Индия сейчас одна из самых быстрорастущих больших экономик. Это очень важно отмечать, потому что у Индии потенциал, наверное, такой же, как был в свое время в начале своего пути у Китая.